Доброе утро, Якутия! В эфире «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре среда, 15 июля. В ближайшие 50 минут мы поговорим с вами о самом главном и интересном. Так, о статусе многодетной семьи, к примеру, который стал бессрочным. Что изменилось, какие льготы ждут родителей и зачем менять старое удостоверение, спросим у нашего утреннего гостя. Сделаем зарядку с акцентом на руки, качаем бицепсы и просыпаемся вместе с нами. Ждет нас и необычная новость из Москвы, где впервые поженили человекоподобных роботов. Как это было и зачем это нужно. А еще узнаем, как проходят музыкальные вечера в селе Малыка. И поговорим о дофамине, как о главном двигателе нашей жизни. А в завершении эфира советы абитуриентам даст эксперт Александр Яковлев. Начинаем наше утро. Присоединяйтесь к нам. Итак, сегодня у нас в центральных районах ожидается до 20-25 градусов. В заречной группе 19-26, в южных 15-24, в Вилюйской группе 13-17, в Нижнеленских 16-22, в западных 12-19, в Колыман-Дигирской группе 11-26, в Янских от 13 до 21, на северо-западе от 7 до 20 градусов тепла. На 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 20 градусов, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1 метр в секунду. Днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный до 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 15-20 метров в секунду. А температура воздуха днем в столице составит 26-28 градусов. Ну а теперь новость для тех, кто не может проснуться и снова переставляет будильник еще на 5 минут. Похоже, для вас, любителей поспать, придумали новое решение. На смартфонах появилось приложение «Будильник», которое не даст отключить сигнал одним нажатием. Чтобы наступила тишина, пользователю придется выполнить небольшое задание. Например, сделать несколько приседаний или отжиманий перед камерой телефона. Приложение с помощью распознавания движений проверяет, действительно ли упражнение выполнено. Среди других вариантов решить математический пример, найти определенный предмет в комнате, заправить кровать или даже выйти на улицу. Также можно настроить расписание будильника, выбрать мелодию и отслеживать, насколько регулярно удается вставать вовремя. Разработчики уверены, небольшая физическая активность сразу после пробуждения помогает быстрее проснуться и меньше поддаваться соблазну снова лечь спать. Мне вот интересно, как в нашем регионе может работать это приложение, особенно зимой, если вдруг он заставит нас выйти на улицу. Ну а пока вы над этим думаете, может быть, размышляете, предлагаю прослушать последние события, которые подготовили мои коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 7 тысяч жителей республики с начала года уже воспользовались правом на досрочный выход на пенсию. Северяне могут выйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше общеустановленного срока при наличии необходимого страхования и северного стажа. В этом году на пенсию выходят женщины 71-го и мужчины 66-го годов рождения. При этом для оформления выплат им необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов. Особые льготы действуют для многодетных матерей, представителей коренных промыслов и участников военной операции, чей стаж в зоне боевых действий учитывается в двойном размере. Дмитрий Садовников обсудил ход строительства ключевых объектов образования в республике. Для ускорения достройки Дворца детства в Мирном готового на 84%. Поручено оперативно скорректировать проектную документацию и возобновить работы. По школе на 350 мест в поселке Чульман со сдачей в будущем году сейчас решаются вопросы дофинансирования, необходимые для закрытия теплового контура здания к зиме. В то же время возведение школы в селе Сунтар вышло на финишную прямую. Объект готов на 84%. Там идут дизайнерские работы и благоустройства, а открытие планируется к новому учебному году.
В целом у нас по социальным объектам в текущем году планируется ввести 34 объекта. Часть объектов в связи с финансированием, возможно, будет перенесена, но в целом вот общее количество более 30 объектов мы будем вводить. С текущего года Минстрой России проводит мониторинг не только по вводу жилья, но и по вводу нежилой недвижимости, куда входят все наши вот социальные объекты. В текущем году мы планируем ввести не менее 200 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Международный аэропорт столицы республики официально включен в перечень пунктов, где иностранные граждане могут въезжать в Россию по единой электронной визе. Теперь путешественникам из десятков стран не нужно обращаться в посольство за бумажной, достаточно оформить ее онлайн и можно лететь прямым рейсом в Якутск. Для республики это реальный шанс увеличить туристический поток, привлечь инвестиции, расширить гуманитарные связи, чтобы гости могли своими глазами увидеть Ленские столбы, познакомиться с культурой коренных народов или обсудить совместные проекты без лишних бюрократических преград. Стабальникам Якутии оплатят перелеты в любую точку России. Республиканская авиакомпания запустила ежегодную акцию для лучших выпускников. В этом году сертификаты на бесплатные авиабилеты уже получили первые двое из 28 стабальников региона. Чтобы стать участником программы, выпускнику достаточно подать документы на электронную почту авиакомпании. Воспользоваться билетом можно на любой рейс по стране в любое удобное время до конца этого года. В Якутске работает выставка «Между книг», объединившая работы 32 художников. Вместо привычных галерейных стен картины разместили прямо среди книжных стеллажей, где они соседствуют с художественной литературой, научными изданиями и поэзией. Найти произведения можно с помощью бумажного или электронного навигатора. Концепция предложена художественным объединением «Красный кружок» и реализована в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой для молодежи. Проект уже показал большой интерес в Москве и других городах, а в Якутске и Екатеринбурге приобретает локальное значение. К 18 столичным участникам присоединились 14 уральских художников. И такой формат помогает по-новому взглянуть на библиотеку и делает современное искусство ближе как для детей и подростков, так и для взрослых людей. Мне очень нравится, как сами нарисованы картины, они очень красивые. И формат, да, он очень интересный детям, вот или нам, как подросткам, типа мне, лично мне очень понравилось. Так вообще по факту мы сюда пришли в библиотеку учиться, а мы с подругой сюда пришли, и вот такой вот небольшой перерыв. Мне очень понравилось, спасибо. В целом понравилось, очень неожиданно, так интересно искать. Очень сложно на самом деле. Прямо я сразу даже не поняла, как их искать. Очень похожи на книги, да. Необычные просто картины, а такие неожиданные, нарисованные. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Спасибо коллегам. А у нас для вас не менее важная новость. Статус многодетной семьи в России теперь закреплен бессрочно на федеральном уровне. Семьям выдается удостоверение единого образца. Что это за документ, какие льготы он дает и зачем его менять, если у вас есть старый? Спросим у нашего спикера. У нас в гостях Сардана Решетникова, главный специалист-консультант отдела взаимодействия с гражданами Управления социальной защиты. Сардана Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала напомним, кому же выдается такое удостоверение. Данное удостоверение выдается семье, воспитывающей 3 и более детей в зарегистрированном браке, либо единственному родителю. В состав семьи входят как родные, так и усыновленные дети. Родители и дети должны иметь гражданство Российской Федерации. Как оформить, удостоверение, что для этого необходимо предоставить? Удостоверение можно оформить через портал государственных услуг или через многофункциональный центр «Мои документы». В стандартный перечень документов входит это паспорта родителей, свидетельство о рождении всех детей, свидетельство о заключении брака при наличии, справка об очном обучении или прохождении службы по призыву, либо участие в специальной военной операции. Это для детей от 18 до 23 лет. Также фотографии родителей 3×4. И сколько по сроку дается времени, чтобы уже быть уверенными, что этот статус нам положен на рассмотрение, скажем так? На рассмотрение 5 рабочих дней. 5 рабочих дней. Так, немного, да? А если у нас имеется старый
документ и есть ли вообще срок у данного сертификата? Да, срок имеется. Удостоверения, выданные Республика Саха-Якутия, это вот с синей корочкой, они действительны до 31 декабря 2026 года, то есть до конца этого года. С 1 октября 2024 года началась выдача удостоверений единого федерального образца, где статус многодетной семьи определяется бессрочно. Но большинство мер социальной поддержки оказывает до совершеннолетия старшего ребенка. И поэтому в случае его очного обучения, либо прохождения службы по призыву, либо участия в специальной военной операции нужно продлевать ежегодно. Мгм. А нужно ли получать бумажное удостоверение, если имеется в электронном формате, скажем? Да, нужно получить бумажное удостоверение, так как электронная версия не полностью заменяет оригинал. Например, при приобретении субсидированных авиабилетов требуется оригинал удостоверения. Мгм. Ну и, конечно же, очень интересно, какие льготы, да, и выплаты дает данное удостоверение. Мгм. Ну, основные льготы — это скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидированные авиабилеты, бесплатное питание в школе, бесплатный проезд учащимся в общегородском транспорте, бесплатные лекарства по рецепту врача детям до 6 лет, бесплатный проход в музеи, парки культуры, это по всей стране, освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство. Мгм. Если брак вдруг расторгается, как делятся льготы? Мгм. При расторжении брака сам статус и льготы оформляются на того родителя, с кем официально по решению суда или по нотариальному соглашению проживают дети. Сардан Анатольевна, ну и в завершении нашей беседы, где нашим зрителям и всем заинтересованным ознакомиться с более конкретной информацией, подробно, если кто-то что-то упустил вдруг в нашем эфире, да, в том числе и какие льготы, выплаты полагаются, весь перечень, список, где вот можно это посмотреть, узнать. Можно посмотреть на нашем сайте Управления социальной защиты города Якутска, в многофункциональных центрах «Мои документы», либо через единый контакт-центр тоже можно проконсультироваться. Сардан Анатольевна, спасибо вам за участие в нашем эфире, за такую полезную информацию этим утром. Удачного вам дня сегодня. Спасибо. Ну а сегодня у нас есть прекрасный повод сказать спасибо тем, кто каждый день заботится о женском здоровье, помогает рождаться новым жизням и бережно ведет будущих мам от планирования до родов. 15 июля – День гинеколога. Мы поздравляем всех причастным к этому ответственному делу. А далее узнаем, чем еще запомнился этот день в истории. На календаре 15 июля. Сегодня День русской лени, Всероссийский день гинеколога и Всемирный день навыков молодежи. По народному календарю Берегиня. Она помогала крестьянам практически в любом начинании, охраняла скот, наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи. В сенокосную пору полагалось выносить на луга вышитые полотенца и после умывания утираться ими, чтобы приобрести здоровье и силу. Этот день в истории. 1783. По реке Соне, близ Леона, поплыл первый в истории пароход. 1869. В этот день в Париже запатентован маргарин. 1923. В Советском Союзе основана государственная авиакомпания «Аэрофлот». 1933. В Свердловске состоялось торжественное открытие завода «Уралмаш». 1937 состоялось официальное открытие 128-километрового канала Москва-Волга. В этот день родились Махмуд Эсамбаев, советский артист эстрады и балета, хореограф, народный артист Советского Союза. Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер. Александр Цибульский, российский государственный политический деятель. Именины сегодня у Фотия. Любовь без границ и даже без человеческого участия.
В Москве состоялась необычная церемония. Впервые в России поженили 2 человекоподобных роботов. В роли жениха выступил робот Роберт, а невестой стала Матильда. Во время церемонии они обменялись символическими клятвами, вместо колец надели друг другу браслеты. А после невеста исполнила свадебный танец. Организаторы отмечают, что главной целью необычного мероприятия – показать возможности современных технологий и привлечь внимание к развитию робототехники и искусственного интеллекта. По словам специалистов, сегодня человекоподобные роботы уже способны выполнять рутинные задачи, помогать людям в работе, образовании и сфере обслуживания. Разработчики уверены, чем больше таких технологий войдет в повседневную жизнь, тем больше времени у человека останется на творчество, общение и отдых. Ну а эта необычная свадьба стала скорее символом того, каким может быть мир будущего. Роберт и Матильда, готовы ли вы объединить свои системы, синхронизировать протоколы доверия и совместно двигаться по маршрутам будущего? Готов. Готово. Ну что ж, техника шагает вперед, и даже машины теперь обмениваются кольцами. Но мы с вами, живые люди, не отстаем. Пока роботы обмениваются любезностями, мы с вами займемся самым важным – своим телом и бодростью духа. Тем более, что сегодня в нашей зарядке акцент на руки, чтобы вы были сильными, ловкими и готовыми к новым свершениям. Встаем, разминаем кисти и поехали. Доброе утро, Якутск! С вами я, тренер Мария Варламова. И с вами у нас сегодня упражнение с акцентом на руки. Берем бутылочки, либо у кого есть гантельки, берем гантельки. Ноги на ширине плеч, коленки чуть-чуть согнуты. И у нас подъем на бицепс. На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем. Вдох через нос, выдох через рот. Локти стараемся полностью не выпрямлять. По 10 раз, по 2 подхода. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во время отдыха бежим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее у нас второе упражнение. Жим на трицепс. То есть на заднюю часть руки, ноги на ширине плеч, коленки согнули, поясницу держим, спина прямая, локти стараемся полностью не выпрямлять, внизу вдох и наверху выдох. То же самое по 10 раз, 2 подхода, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, побежали, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Молодцы. Следующий у нас жим на плечи. Ноги на ширине плеч, коленки согнуты, локти в стороны. Наверху полностью не выпрямляем локти, касаемся бутылочками, вдох и выдох. Начали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Побежали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Второй подход. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. После каждой тренировки обязательно делаем растяжку. Тянем за пальцы рук, растягиваем бицепс. 1, 2, 3, 4, 5. Поменяли руку. 1, 2, 3, 4, 5. Руки за голову тянем на трицепс. 1, 2, 3, 4, 5. Поменяли. 1, 2, 3, 4, 5. Руку взяли к себе и растягиваем плечи без рывков. 1, 2, 3, 4, 5. Поменяли. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. С вами была я, тренер Мария Варламова. Всем хорошего дня и пока-пока. Размяли руки, расправили плечи. Теперь мы полны сил и готовы к новым открытиям. Герой нашего утра – настоящий брутальный красавец, который способен удивить даже бывалых путешественников. Если вы думали, что в Хабаровском крае можно увидеть только тайгу, медведей и амур, то вы ошибались. В окрестностях села Некрасовка поселился настоящий брутальный красавец, шотландский хайленд, лохматый, рогатый и очень фотогеничный. Он прибыл на местную экзотическую ферму этим летом и уже стал главной звездой. Составил компанию павлинам, пеликанам, нубийским козам и даже дикобразам. Как живется шотландцу на Дальнем Востоке и можно ли с ним сфотографироваться, смотрите в сюжете наших коллег. Морковка – любимое лакомство у Ромео. Так назвали бычка знаменитой породы хайленд. Была выведена в Шотландии. Выносливы, неприхотливы, легко выживают в горах, так как находят пропитание там, где другие коровы остались бы голодными. Вот эта вот суровая шотландская, да, действительность, которая запечатлена в рогах, в этой шерсти. Вот. Это все защищает его и от морозов, и от жары, и от в том числе насекомых. Потому что если посмотреть вот на эти ресницы, вот, они как опахало. То есть он моргает, и мухи не могут приземлиться. Да? Ромео еще малыш, ему 4 месяца. Не только подрастет, но и обзаведется мощными рогами. Однако характер останется прежним. Шотландский бычок породы хайленд – яркий пример того, как внешность бывает обманчива. За таким вот брутальным обликом скрывается дружелюбный нрав. Это одна из самых покладистых пород в мире. Быстро привыкает к людям и очень контактный. Родился Ромео в московском питомнике. В следующем году хозяева фермы планируют привезти ему подругу, которую, как нетрудно догадаться, назовут Джульеттой. Мы сейчас стараемся максимально приучить его к расческам, к чесалкам. Очень ему понравился трогай, пожалуйста, штатив. Да. Ты зачем чешешь рога об штатив? Не трогай, пожалуйста, штатив. И вообще вот покажи, какой ты красивый. Вот какой челка у нас красивая. Своя особая красота и у этих новых обитателей фермы. Имена им пока не дали, зовут просто дикобразики. Хозяева фермы уже смогли найти к ним подход. Не страшно гладить? Нет, а что, как похож на морскую свинку, только колючая. Все, идет миф, что они все колючие, прям как ежики, на самом деле нет. Спокойно можно брать, вот так их обнимать, гладить. Ничего такого. Основное у них идет на юбке. Уже вот так можно приподнять, ничего такого страшного не случается. Можно сказать, нежные животные. Главное их не пугать, не обижать. Если испугаются, могут кого-нибудь уколоть хорошенечко так. Семья Цыганковых открыла мини-ферму 6 лет назад. Начиналось все с одной лошади. Точный подсчет обитателей давно не ведут. Но известно, что одних только птиц более 15 видов. Причем некоторые из них гуляют по всей территории, каким-то образом выбираясь из вольера. Правда, таких вольных всего 3. 2 петуха и 1 гусыня. Она выходит, когда гости на ферме есть, попрошайничает морковку, ходит за гостями, прям хвостом ходит. А вечером заходит обратно. Ты моя хорошая. А больше так никто не умеет? Она одна такая. Особенная гусыня. А козы завидуют молча. Кстати, сейчас на ферме не все вольеры заняты. Белки живут в доме. У них декрет, выращивают потомство. Но когда бельчата подрастут, займут и они свои места на семейной мини-ферме. Ирина Забродина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».
А замечали ли вы, как иногда один маленький предмет, старая елочная игрушка, бабушкины духи или выцветший ковер на стене может мгновенно перенести нас в детство? Запахи, звуки, атмосфера. Кажется, время не властно над памятью. А художница и блогер из Кемерово Юлия Серова пошла еще дальше. Она не просто вспоминает, а создает советские квартиры в миниатюре. Каждая ее диорама – это точная копия той самой бабушкиной комнаты с хрусталем, коврами и культовыми флаконами Красной Москвы. Ее работы собирают миллионы просмотров, а люди в комментариях узнают свои родные дома. Как из картона и ткани рождаются ностальгии и почему Юлия не берет заказы, смотрите в нашем сюжете. Художница и блогер из Кемерово Юлия Серова несколько лет создает интерьеры советских квартир в миниатюре. Ее диорама вызывает чувство теплой ностальгии и получает многомиллионный отклик в социальных сетях. Серова покрывает краской крошечную копию флакона советского парфюма и демонстрирует внутреннее убранство готовых комнат. Пик пошел у меня, когда я решила сделать бабушкину квартиру. Бабушкины квартиры как бы по факту не существуют, то есть это квартира моего детства. То есть вот это квартира моего детства. Но я решила, раз уж я продолжила как бы бабушкину историю, это уже будет собирательный образ. То есть и в принципе собирательный еще других людей. Путь в мир диорамы для кемеровчанки начался с обустройства домиков для Барби. Вдохновившись видео в интернете, девушка купила куклу и соорудила для нее комнату из картонной коробки. Однако позже мастерица решила воссоздать интерьеры советского жилья. По образованию Юля финансист, но отсутствие диплома худвуза не помешало ей заниматься любимым делом. Аудитория начала быстро, просто очень быстро расти, все начали писать, а добавьте это, а добавьте то, нам не хватает, там, допустим, какой-нибудь там пузырька, там Красная Москва, к примеру, либо звездочку. И вот они начали мне кидать комментарии, и я, получается, во-первых, начала делать диораму за неделю, то есть уже не за ночь, то есть вот как бы, чтобы больше не перегореть. Уже вот у меня есть ровная неделя, раз в неделю я выпускаю выпуск какой-то там серии, то есть про бабушкину квартиру. Свои шедевры мастерица создает в масштабе 1:6, используя исключительно подручные материалы – картон, дерево, потолочную плитку и обрезки тканей. Все детали изготавливаются на глаз, линейка нужна лишь для ровной резки основы. Сегодня каждая новая работа Юлии становится результатом коллективного творчества с аудиторией. В любой реалистичности важны очень детали. То есть можно просто сделать какой-то предмет мебели, но если в нем нет деталей, там тех же гвоздиков, какой-то там порванной ткани, то есть, тогда он не будет как бы эффекта времени. Подписчики активно помогают ей вспомнить элементы, без которых немыслим советский быт. Именно так в диорамах появились культовые флаконы духов «Красная Москва». Однако делать работы на заказ Юлия отказалась. Творчество должно приносить радость, а не превращаться в рутину. Я как-то пыталась сделать на заказ, но я очень сильно быстро выгорела, поняла, что это не мое, я это не хочу, плюс вот эти переделки, нам вот это не нравится, вот здесь что-то по цвету не подходит. И я такая думаю, нет, вот я хочу для себя делать, и все. Свой масштаб Юлия выбрала не случайно. Он позволяет проработать каждую мельчайшую деталь, которую так ценят зрители. 1:6 это масштаб Барби, то есть я по ней все делаю, по ней все меряю, то есть я все делаю на глаз, я никак вообще не отмеряю, я даже какие-то там предметы, я даже линейкой пользуюсь только чтобы вот так вырезать ровно, все, отрезать. Вот. Есть масштаб 1:12, он меньше, то есть он вот такой, и вот люди уже с масштабом 1:12, они как раз ездят по музеям, то есть им проще, потому что это маленькая такая коробочка, ее собрал, там несколько штук собрал, уехал. Со своим я не смогу доехать, просто это не доедет. Миниатюры Юлии Серовой стали для миллионов зрителей окном в прошлое. В комментариях люди узнают в деталях свои родные дома, вспоминают бабушек и свое детство. Так искусство одной кемеровской художницы помогает людям по всему миру на мгновение вернуться в те самые теплые 90-е. Иногда для хорошего настроения не нужна большая сцена. Достаточно музыки, живописной природы и людей, готовых петь вместе. Именно такие теплые вечера проходят в селе Малыкай. Их организует педагог музыкальной школы Рабелла Артемьева, которая своим примером объединяет односельчан и прививает детям любовь к творчеству. Предлагаем посмотреть видео, которое уже покорило пользователей социальных сетей.
Дофамин. Это не только гормон счастья, как обычно считают, но и важнейший нейромедиатор, который отвечает за мотивацию, желание действовать, удовольствие от достижения цели и ощущения. Именно он помогает нам вставать по утрам, учиться новому, заниматься спортом, влюбляться, мечтать и доводить дела до конца. Ради быстрого дофамина мы скроллим ленту в соцсетях, скупаем ненужные вещи на маркетплейсах и едим сладкое. Это дает минутную эйфорию и создает зависимость, но не приводит к желанному результату. Между тем, повысить уровень дофамина можно безопасно и, что самое главное, бесплатно. Как это сделать, расскажем вам далее. Мы собрали для вас дофаминовый план. Простые привычки, которые помогут чаще чувствовать себя бодрым, мотивированным и счастливым. Во-первых, составляйте план на день. Не обязательно ставить грандиозные цели. 3-4 пункта вполне достаточно. Чем больше задач, тем сильнее чувство не успеть. А это снижает мотивацию и повышает уровень кортизола, гормона стресса. Второй важный момент. Цели должны быть конкретными и посильными. Не прочитать книгу, а прочитать 20 страниц. В конце дня обязательно отмечайте выполненные задачи и подводите итог. Слушайте музыку и танцуйте. Когда мы слушаем мелодию, активируется центр удовольствия и выделяется дофамин, вызывая чувство радости и эмоционального подъема. Чтобы повысить уровень дофамина, питайтесь вкусно. Сервировка, салфетки, вазы, посуда и столовые приборы – это тоже работает все на вас. Сон – один из главных факторов, влияющих на уровень дофамина. Если вы регулярно спите 7-9 часов, улучшаются мотивация, внимание, работоспособность и эмоциональная устойчивость. Чаще гуляйте на природе. Новые маршруты активируют систему мотивации мозга, а умение замечать запахи, звуки, детали природы усиливают чувство удовольствия от момента. К тому же зеленый цвет успокаивает нервную систему. Суть дофаминового детокса – временно убрать или ограничить источники быстрого дофамина и вернуть мозг к базовым настройкам. Постарайтесь ограничить дофаминовые ловушки хотя бы на сутки. Если ваша слабость – соцсети, в идеале стоит уехать в глушь подальше от цивилизации. А там можете собрать дофаминовый букет. Причем собрать такой букет в поле, в лесу и даже на обочине дороги можно совершенно бесплатно. Еще один способ повысить уровень дофамина – помочь кому-нибудь. Исследования показывают, что люди, регулярно совершающие добрые поступки, чувствуют себя счастливее. Воспользуйтесь нашими советами, и мозг скажет вам спасибо. А счастливые люди – это не только те, кто нашел гармонию внутри себя, но и те, кто заботится о своих близких. Мы привыкли наполнять дом уютом, и комнатные растения в этом нам помогают. Но когда в доме есть дети, важно помнить о безопасности. Сегодня расскажем, какие растения подойдут для детской комнаты. Они не только украсят интерьер, но и очистят воздух, будут безопасны для малышей и добавят в комнату уюта. Ведь чистый воздух и зеленый уголок – это тоже привычка, которая делает нас счастливее. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о растениях, которые можно купить для детской комнаты. Наверное, самым основным является то, что растение должно очищать воздух и давать ребенку какую-то возможность на познавательный интерес, чтобы растения были разными, красивыми и привлекали ребенка. Сегодня я вам расскажу о 3, которые отвечают именно за это. Начнем с первого. Наверное, каждый из вас знает, что кактусы – это наше все, но этот кактус особенный. И все потому, что у него мягкие иголки. Его можно приобрести в любом магазине, и он выглядит как обычный кактус, но самое главное, что он не колется. И каждому ребенку будет интересно попробовать, потрогать такое растение, потому что все всегда говорят, что кактусы колятся. А этот экземпляр меняет представление о кактусах с самого начала. И он растет не вверх, он растет вниз. И называется это растение обезьяний хвост. Оно неприхотливо, его нужно поливать всего 1 раз в неделю, и
можно даже сделать его на подвесе, чтобы оно не стояло, как обычные растения на подставке, а висело. И вот так вот со временем кактус будет расти, и его хвостик будет сползать вниз. Следующее растение считается неприхотливым, и оно мое самое любимое, потому что, во-первых, оно отзывается всей душой и всем своим видом. Это филодендрон бурле маркс. Оно неприхотливо, его всего нужно 1 раз в неделю поливать, и оно превращается в такую пушистую шапку и дает возможность его черенковать регулярно. Именно этот экземпляр, наверное, является самым лучшим для тех, кто начинает, и для детской комнаты, потому что его листья и его вид смешит детей и радует, наверное, каждого, и оно еще очищает воздух. И последнее, но не по значению, это сингониум обыкновенный, еще его называют yellow. Это растение может быть лианой, может быть кустом, его можно еще ставить на опору. Для детей, для начинающих взрослых это растение просто must have, потому что на нем можно научиться всему. Его можно формировать кустом, его можно формировать лианой, его можно делать на опору. И оно неприхотливо, и даже засушку или сквозняк перенесет. Но самое в нем замечательное – это то, что оно всегда может восстановиться даже из крошечного кусочка ствола, снова вырастить листья и позволить нам, как птица феникс. Поэтому выбирайте сингониумы, начинайте с обычных, это butterfly и yellow. Вот такие 3 вида растений мы с вами сегодня посмотрели. Если даже на них взглянуть вместе, мне кажется, это уже отличная композиция для маленького озеленения комнаты детской или взрослой. Поэтому обязательно присмотритесь и выбирайте растения с умом. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 7 тысяч жителей республики с начала года уже воспользовались правом на досрочный выход на пенсию. Северяне могут выйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше общеустановленного срока при наличии необходимого страхования и северного стажа. В этом году на пенсию выходят женщины 71-го и мужчины 66-го годов рождения. При этом для оформления выплат им необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов. Особые льготы действуют для многодетных матерей, представителей коренных промыслов и участников военной операции, чьи стаж в зоне боевых действий учитывается в двойном размере. Дмитрий Садовников обсудил ход строительства ключевых объектов образования в республике. Для ускорения достройки Дворца детства в Мирном готового на 84%. Поручено оперативно скорректировать проектную документацию и возобновить работы. По школе на 350 мест в поселке Чульман со сдачей в будущем году сейчас решаются вопросы дофинансирования, необходимые для закрытия теплового контура здания к зиме. В то же время возведение школы в селе Сунтар вышло на финишную прямую. Объект готов на 84%. Там идут дизайнерские работы и благоустройства, а открытие планируется к новому учебному году. В целом у нас по социальным объектам в текущем году планируется ввести 34 объекта. Часть объектов в связи с финансированием, возможно, будет перенесена, но в целом вот общее количество более 30 объектов мы будем вводить. С текущего года Минстрой России проводит мониторинг не только по вводу жилья, но и по вводу нежилой недвижимости, куда входят все наши социальные объекты. В текущем году мы планируем ввести не менее 200 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Международный аэропорт столицы республики официально включен в перечень пунктов, где иностранные граждане могут въезжать в Россию по единой электронной визе. Теперь путешественникам из десятков стран не нужно обращаться в посольство за бумажной. Достаточно оформить ее онлайн, и можно лететь прямым рейсом в Якутск. Для республики это реальный шанс увеличить туристический поток, привлечь инвестиции, расширить гуманитарные связи, чтобы гости могли своими глазами увидеть Ленские столбы, познакомиться с культурой коренных народов или обсудить совместные проекты без лишних бюрократических преград.
Стабальникам Якутии оплатят перелеты в любую точку России. Республиканская авиакомпания запустила ежегодную акцию для лучших выпускников. В этом году сертификаты на бесплатные авиабилеты уже получили первые двое из 28 стабальников региона. Чтобы стать участником программы, выпускнику достаточно подать документы на электронную почту авиакомпании. Воспользоваться билетом можно на любой рейс по стране в любое удобное время до конца этого года. В Якутске работает выставка «Между книг», объединившая работы 32 художников. Вместо привычных галерейных стен картины разместили прямо среди книжных стеллажей, где они соседствуют с художественной литературой, научными изданиями и поэзией. Найти произведения можно с помощью бумажного или электронного навигатора. Концепция предложена художественным объединением «Красный кружок» и реализована в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой для молодежи. Проект уже показал большой интерес в Москве и других городах, а в Якутске и Екатеринбурге приобретает локальное значение. К 18 столичным участникам присоединились 14 уральских художников. И такой формат помогает по-новому взглянуть на библиотеку и делает современное искусство ближе как для детей и подростков, так и для взрослых людей. Мне очень нравится, как сами нарисованы картины, они очень красивые. И формат, да, он очень интересный детям, вот или нам, как подросткам, типа мне, лично мне очень понравилось. Так вообще по факту мы сюда пришли в библиотеку учиться, а мы с подругой сюда пришли, и вот такой вот небольшой перерыв. Мне очень понравилось, спасибо. В целом понравилось, очень неожиданно, так интересно искать. Очень сложно на самом деле. Прямо я сразу даже не поняла, как их искать. Очень похоже на книги, да. Необычные просто картины, а такие неожиданные, нарисованные. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Для вчерашних выпускников, сегодняшних абитуриентов и их родителей волнительная пора сдачи документов в средние и высшие учебные заведения. Сегодня мы с нашим утренним гостем, кандидатом исторических наук Александром Яковлевым, хотим дать несколько важных советов, которые, надеемся, помогут им избежать проблем и подскажут правильные решения. Александр, доброе утро. Доброе утро. Сейчас, как мы сказали, самая такая горячая пора подачи документов. Напомните, пожалуйста, для выпускников, когда последний день сдачи приема документов, когда нужно успеть подать оригинал аттестата, чтобы точно, к примеру, попасть на бюджет в желаемый вуз. До 19 июля у нас еще идет прием заявлений поступающих после колледжа, да, то есть по программе среднего профессионального образования. Так что, в принципе, время еще есть, да, для тех, кто хочет повысить свою квалификацию, да, обрести новые навыки, новые компетенции. До 25 июля у нас продолжается сбор заявлений, которые на базе ЕГЭ. Это в основном касается вчерашних школьников, да, которые хотят продолжить обучение в высших учебных заведениях. И забегая немного вперед, хочу сказать то, что сейчас не обязательно подача всех оригинальных документов. Сейчас все осуществляется через портал государственных услуг, госуслуги. Самые главные изменения и правила приема, которые произошли в этом году? Как я уже говорил, сейчас сбор заявлений подается через портал государственных услуг. Помимо этого? Да. По поводу госуслуг хотел бы еще отметить такой момент, что очень удобно все стало. Почему? Потому что это как бы все в рамках единого окна. То есть все необходимые документы, такие как паспорт, аттестат, уже загружены в госуслуги. И, в принципе, это удобно, дистанционно, да, и можно подать его в любой момент. Второй момент, который хочу отметить, это у нас более детализированная подача на целевые квоты. Целевые квоты — это у нас что? Это когда будущий абитуриент уже может найти себе потенциального работодателя, может заключить с ним договор, и университет осуществляет его подготовку. Это стало уже более детализирование, систематизирование, направление. Также у нас в социальной сети МАКС есть специальный чат-бот по целевым квотам, где абитуриент может задать ему необходимые вопросы, да, или запросы, и этот чат-бот может вам ответить. Далее, это у нас расширение отдельной квоты. В отдельный квот у нас входят кто? Это дети участников специальной военной операции, сами ветераны специальной военной операции, да, и в эту категорию уже теперь включают вдов и вдовцов, участников специальной военной операции. Так что, по сути, это три самых основных момента, которые, давайте скажем так, да, новинки приемной кампании 2026 года.
Но на сегодняшний день вы уже приняли сотни, а может быть, то и тысячи заявлений. Да? Расскажите, назовите самые главные ошибки, которые допускают абитуриенты вот как раз-таки через подачу, да? Электронно, и вот чтобы не остаться все-таки за бортом, как говорится. Ну, как вы правильно сказали, тысячи заявлений, берем выше. Вот. Ну, как таковых, как практика показывает, тем более я как заместитель секретаря отборочной комиссии, я наблюдаю то, что как таковых ошибок нет основных. Почему? Потому что все подается через госуслуги, все очень удобно, поэтому хочу воспользоваться моментом, да, хочу сказать, то, что, чтобы абитуриенты заходили лучше на госуслуги через компьютер. Почему? Там более понятно, детализирование и внимательно посмотреть вот, каждый шаг, который вот стоит. Ну, все равно пусть они не волнуются, да, как и уважаемые родители. Почему? Потому что заявление можно поправить в любой момент, отредактировать его. В любое время. Да. Согласно вот срокам. Если на базе, давайте повторим, да, на базе колледжа до 19 июля и до 25 июля на базе ЕГЭ школьников. Александр, такая ситуация. Абитуриент подает оригинал в вуз мечты, но боится пролететь. Можно ли потом забрать и отнести, допустим, в другой университет? И как это вообще по закону работает? Сейчас, опять же говорю про госуслуги, да, то, что сейчас документы оригинала не подаются, и это очень удобно. В каком плане? В плане маневрирования. Да? Сейчас вот, согласно новым правилам, можно подать в 5 вузов на 5 направлений. Именно как раз-таки через электронный документооборот, через портал госуслуг. Вот. И в данном случае можно подать на несколько направлений. И тут, внимание, важный момент, это так называемые приоритеты. Вот если вот абитуриент выбрал 5 высших учебных заведений, он может поставить приоритеты. 1, 2, 3, 4, да, в зависимости от того, куда он хочет. Также внутри еще самого университета по направлениям подготовки тоже есть приоритет. То есть на какой профиль он хочет поступить. Историк, юрист, да, экономист, строитель. Это тоже все вот по номерам приоритета делается. И, как я уже говорил ранее, да, это можно еще что? Поменять приоритет. Но согласно оговоренные сроки. Ну, очень удобно, да? Да. Ага. Как сейчас дела обстоят с проходными баллами на топовые направления в Якутске? Ну, сейчас очень большим спросом у нас пользуется, что медицинский институт, да. Далее это у нас IT-специальности. Как-никак сейчас у нас такое новое время, время цифровизации, и как раз у абитуриентов это пользуется высоким спросом. Далее это кто у нас? Инженерно-технический институт, строители, да. Экономисты, ну и другие направления, которые в первую очередь направлены, я извиняюсь, да, в первую очередь, которые диктует рынок труда, именно профессии, да. И, соответственно, конечно, среди них очень высокий конкурс. Так. Вот. Ага. А куда, наоборот, там, допустим, не такой конкурс большой? Ну, я бы не сказал, что среди моих коллег есть какие-то такие моменты. Это все-таки зависит от абитуриента и от его желания. Но что вы можете посоветовать абитуриенту, допустим, с пограничным баллом, да? Как говорится, чтобы увеличить свои шансы? Ну, конечно, это выбрать несколько направлений подготовки, да? Как я уже говорил ранее, 5. Цифра 5, запомните. Может подать. Во-вторых, что оценить реально свои возможности. Вот. И еще у нас есть такой момент, как индивидуальные достижения. По правилам приемной комиссии ЦВФУ 2026 года общая сумма баллов индивидуальных достижений — это 10 баллов. То есть покопаться в своем портфолио, да, может что-нибудь найти в соответствии с годом, да, поступления. Вот. И верить в себя, в свои силы, в свои возможности. Одно из главных таких факторов. Да. Ага, ну вы представляете у нас исторический факультет. Расскажите, какие особенности вот именно конкретно на данном факультете, и, может быть, какие-то новые направления? Ну, главная наша новинка — это открытие программы специального профессионального образования. Вот это у нас в этом году осуществляется первый набор документационного обеспечения управления архивоведения. Мы готовим будущих документоведов, делопроизводителей, секретарей, администраторов, архивистов тоже. Открытие данной программы у нас было продиктовано то, что она пользуется высокой
спросом на рынке труда, да. Она будет очень интересна для тех, кто вообще хочет заниматься в деловой сфере, в управленческой процессе, в управлении персоналом. Вот, потому что сами мы все понимаем то, что управленческий процесс начинается с чего? С документа, да, с коммуникации. Вот, и как раз-таки наша программа СПО этому и научит вот этим необходимым навыкам для того, чтобы вести управленческий процесс. Причем в чем его особенность? То, что будущие документоведы, производители, да, архивисты, они могут работать во всех формах собственности предприятий, то есть и в бюджетной, и в частной. Особенно большой спрос пользуется у частных предприятий, которые все более и более ищут услуги делопроизводителя. Второй момент я хотел бы отметить. У нас сейчас в магистерскую программу мы набираем абитуриентов на направление подготовки двойного дипломирования. Это археология и этнология. Это наша сетевая программа двойного дипломирования с Республикой Казахстан в партнерстве с Евразийским национальным университетом имени Льва Николаевича Гумилева, вот, где основной упор будет делаться на археологию, на этнологию. Вот. И третий момент – это тоже магистерская программа, и это посвященная историко-культурному наследию в гипермедиа технологии, которая тоже очень актуальна в наше время. Александр, благодарю вас за такую познавательную, интересную, очень такую объемную, да, информацию. Очень надеюсь, что нашим абитуриентам будет полезно все это прослушать. Вам удачи в работе, конечно, терпения. Спасибо. Ну и всем абитуриентам, конечно же, удачи желаем. Пусть у всех все получится. Ну а с вами, наши дорогие телезрители, я прощаюсь. Смотрите «Утро Якутии» в пятницу в 7 часов утра.